Добрый вечер, уважаемые подписчики, дорогие жители города Якутска. Да, начиная свой прямой эфир, рад буду с вами пообщаться. Будем отслеживать ваши вопросы и по мере поступления объединять в блоки и отвечать. Изначально дам небольшой доклад о ходе проводимых работ. Сегодня у нас 31 июля, самый разгар строительного сезона. У нас большой объем работ в рамках национальных проектов, в рамках реализации трехлетия благоустройства на территории города Якутска. Хотелось бы сказать, что данный эфир проходит при поддержке Центра управления регионом. Большое спасибо и большая благодарность за поддержку в распространении и информировании населения по ходу работы окружной администрации. Только что приехал с осмотра капитального ремонта школ. У нас в этом году, напомню, большая программа ремонта, исторически максимальная. Такой большой объем никогда еще не проводился на территории нашего города. Мы параллельно ремонтируем 14 зданий, это 13 школ. Значит, общая готовность по ходу ремонта сегодня составляет около 91%. Данная программа возможна стала благодаря инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина, озвученной на съезде партии «Единая Россия» в 2021 году. В прошлом году мы отремонтировали 11 школ и планомерно планируем через года 2-3 полностью совершить весь объем работ во всех школах на территории города Якутска. Туда включаются школы, которые находятся в состоянии после строительства более 5 лет. То есть менее 5 лет назад построенные школы в ремонт не включаются, и школы, в которых состояние признано аварийным. Например, вот школу номер 1 мы в прошлом году сносили, потому что ее не было смысла проводить капитальный ремонт. Хотелось бы отметить то, что мы в этом году проводим ремонт в тех школах, где были построены, ранее пристроены. Например, школа Пригородная, в село Пригородном. В прошлом году построили замечательное дополнительное здание. В этом году проводим ремонт в пристрое. 5-я школа, вот только что закончил осмотр там. 26-я школа, 29-я школа. Значит, и параллельно идет строительство, кстати, в 26-й, 29-й школах пристроев. 26-я школа будет введена в этом году, 29-я школа будет введена в следующем. По 26-й школе у нас стройготовность более 40%, по 29-й школе у нас около 10%. Объект в одной следующего года. Так, вот вопрос. По расселению, давайте вот вопрос задают по расселению. Вы знаете, адрес Лермонтова 140/2. Я не могу сказать точно, в каком году он будет расселен. Это все зависит от признания года аварийности. В этом году мы реализуем этап по программе переселения. Второй этап – это аварийные дома, признанные таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Таких домов на территории города Якутска 162. К слову, мы в этом году заканчиваем эту программу. Общие показатели программы у нас по программе переселения. Мы должны переселить порядка 5000 человек. К слову, в этом году 4932 человека. В этом году мы планируем ее завершить досрочно. Должны были в 2025 году завершить. И должны дальше переходить к ускоренному расселению ветхого аварийного жилья. Это одна из самых сложных и больших проблем на территории города Якутска. Поэтому здесь попрошу работников департамента жилищных отношений, кто сегодня смотрит этот эфир, ответить людям в комментариях по поводу их адреса. Значит, кроме 17-го квартала в Сайсарах тоже есть аварийные дома, когда будет готов мастер-план 85-го квартала. Смотрите, у нас по переселению 85-го, 86-го, 93-го, 94-го кварталов тоже стоит такая же проблема. Большая концентрация ветхого аварийного жилья. Мы планируем так же, как и по кварталу 17-му, 2-му, 4-му, 3-му, реализовать комплексное развитие территорий с региональным оператором, республиканским ипотечным агентством. Значит, сегодня в рамках разработки мастер-плана всего города Якутска эти задачи поставлены. Сегодня планово зашли на 17-й квартал. КРТ спортивный подписан. Постановлением правительства определено республиканское ипотечное агентство. И в этом году в рамках комплексного развития территории, это вне программы,
уже переселяется 11 домов только по КРТ. Мы на прошлой неделе, в пятницу, я встречался с жителями Якутска 12, Якутска 14, обсудили, что на их территории домов удалось включить проект строительства спортивного зала. В субботу уже люди выезжали, осматривали ход строительства в микрорайоне Звездный. К слову, людям ответили на все их интересующие вопросы. И буквально завтра, послезавтра я поеду, встречусь с жителями на Пионерской 8, 8/1, 8/2. Там планируется строительство детского сада. Уже в этом году есть возможность переселить этих людей, снести эти дома и начать строительство двух социальных объектов, которые стали возможными благодаря принятому решению правительственной комиссии Российской Федерации, благодаря инициативе нашего главы Айсена Сергеевича Николаева по привлечению специальных казначейских кредитов для развития города Якутска. К слову, по этим же специальным казначейским кредитам у нас в ближайшее время начнется еще 3 больших проекта по благоустройству нашего города. Высокая степень готовности и объявления конкурсных процедур начнется в ближайшую неделю, конец этой недели, начало следующей недели по проекту благоустройства набережной Романа Дмитриева. Это улица Хабарова, магазин Кашалот, Мама Гата ресторан до лодочной станции. Полностью меняем, преображаем набережную, пешеходная дорожка, новое асфальтобетонное покрытие, а также благоустройство территории пляжа. Второй объект, который по благоустройству начнется, это площадь Ленина. Значит, в этом году тоже начнется этот проект. В итоге у нас в центре города будет и проспект отремонтирован, пешеходная дорожка заменена, образована велопешеходная дорожка новая, широкая. Также преобразится площадь Ленина. И началась уже работа по благоустройству озера Сайсара. Это все благодаря привлечению нашим главой дополнительного финансирования в нашу столицу нашей республики. Так. 50 лет советской армии, асфальтировать от авиагруппы до Бабушкина, многие граждане будут вам благодарны. Да, действительно, это остается один из самых сложных, напряженных участков на улично-дорожной сети. Принято решение, мы в плане дорожных работ 2024 года будем проводить работы по расширению улицы 50 лет советской армии от улицы Калица до Бабушкина до 4 полос. Будет проводиться работа планово в 2 этапа, то есть первый этап на улице Бабушкина ограничимся, дальше пойдем от Бабушкина уже до Намского тракта. Сегодня в план включены, ведем работу совместно с Министерством транспорта республики, правительством республики по определению средств для ее реализации. Значит, птицевод закрывает единственную дорогу, как мы будем ездить, альтернативной дороги нет, примите меры. Так, СОТ птицевод, вот в принципе, значит, по улично-дорожной сети расскажу, конечно, информацию, много вопросов. Безопасные и качественные дороги. Мы этот проект реализуем, национальный проект реализуем на территории нашего города уже 3 года. Значит, 19, 20, 21, 22, 23, 5 год мы реализуем. Значит, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» у нас 134 километра дорог уже сделаны, и порядка 30 километров дорог мы сделаем в этом году. Итого у нас будет около 164 километров дорог сделано. Это позволит привести в показатель нормативного состояния дорог порядка 67%. Значит, у нас в этом году степень готовности по национальному проекту составляет уже 42%. Мы идем согласно календарному графику. Значит, и планово до конца сентября у нас будут завершены работы объектов, которые вводятся в этом году. Например, у нас завершено асфальтирование на участке от улицы Дзержинского до улицы Хабарова, проспекта Ленина. 2 слоя уложено, сейчас проводится работа по элементам благоустройства. И к началу сентября мы откроем проспект Ленина для автомобильного движения. Далее будет работа проводиться по элементам благоустройства, значит, и для скорейшего запуска по окончанию работ автобусов общественного транспорта по проспекту Ленина. Значит, ведем работу по улице Пояркова. Сегодня ведутся работы на перекрестке Кирова-Пояркова. В среду откроем на сквозное движение улицы Кирова и пойдем уже от моста улицы Кирова до улицы Октябрьской. Там необходимо нам будет пару недель.
Итого к сентябрю у нас будет отремонтирована улица Пояркова, в следующем году отремонтируем улицу Аюнского, и в итоге мы резко почувствуем улучшение в центральной части города. Нам останется из вот этих больших дорог отремонтировать Лермонтова, отремонтировать, значит, 50 лет Советской Армии, как я сказал, и мы будем в итоге получим улучшение на дорогах сразу очевидно. Сегодня, конечно, тяжело, улицы перекрыты, но тем не менее вот тот объем работ, который мы берем в наше короткое лето, он требует принятия таких вот решений, и необходимо смириться с временными сложностями. Так, Каландрашвили 40/5, подрядчик основы, месяц уже без движения стоит, и что там будет по площадке? Так, Каландрашвили 40/5, у нас в этом году этого адреса нет, у вас ремонтируется рядом. Каландрашвили 40/4 и 38/3, и по Петровского, значит, 3 адреса у вас в этом районе ремонтируется. 40/5 это вы соседи, вы у нас на следующий год, значит, у нас в целом по программе трехлетия города Якутска мы реализуем проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» и программу «Мой двор» главы республики Илдархана «Мой двор». Значит, и в итоге у нас в этом году будет отремонтирован двор у 39 многоквартирных домов. Сегодня активно ведутся работы по всем дворовым территориям, кроме Табаги. В Табаге мы выйдем к концу этой недели. Значит, общая готовность дворовых территорий по всем дворам составляет средняя около 25%. Срок окончания работ – конец сентября. В целом, значит, надо отметить, что также параллельно ведутся работы по устранению гарантийных обязательств проектов прошлого и позапрошлого годов. У нас все дворовые территории находятся на трехлетней гарантии, поэтому здесь мы неуклонно требуем с наших подрядчиков исполнения обязательств. Однако здесь необходимо отметить, что все дворовые площадки, особенно малые архитектурные формы, требуют бережной эксплуатации и своевременного обслуживания. А это уже задача управляющих компаний. Я напомню, что мы в реализации данного проекта проводим общее собрание с жильцами, где обсуждаем принятие на баланс дома того благоустройства, которое мы сделаем. И в рамках программы мы проводим комплексный капитальный ремонт всей дворовой территории, которую потом должен взять на эксплуатацию многоквартирный дом, то есть управляющая компания. К сожалению, у нас и по сделанным работам до сих пор есть вопросы к ряду управляющих компаний, и где отказываются от эксплуатации, что, безусловно, приведет к быстрому износу и выходу из строя данных объектов благоустройства. Здесь давайте, призываю управляющих компаний, жильцов, обязательно проводить работу по эксплуатации элементов благоустройства. Так, дорогу на ГРЭС когда в нормальное состояние приведете? Ну вот я сказал только что по Бабушкина мы начнем в следующем году. В целом хотелось, по 50 лет Советской Армии в следующем году хотелось сказать, что в этом году улица Бабушкина вводимся. Сделана в прошлом году улица Чеченко. Также в этом году асфальтирована улица Крыжановского, улица Труда. В прошлом году сделано. Надо сказать, что у нас такими темпами мы, как только сделаем Бабушкина, жители ГРЭСа сразу же почувствуют улучшение в целом состояние улично-дорожной сети. Так. По проспекту Ленина сейчас тоже нужно, считаю, доложиться. Мы общая готовность, значит, составляет более 62%. Значит, мы активно ведем работы сейчас по элементам благоустройства. Я напомню, что у нас будет реализована концепция «Чистое небо». Все провода, которые сейчас остаются еще на столбах временного подключения, будут перенесены в кабель-канал. И сейчас активно ведется работа по их подключению. Значит, также параллельно ведется работа по обустройству интеллектуальной транспортной системы. Это система, позволяющая, значит, управлять транспортными потоками, светофорными объектами и в зависимости от температурного режима, от гололеда и так дальше контролировать работу коммунальной техники. Так. Так, наша придворовая территория ответил. ГРЭС ответил.
Так, по ямочному ремонту, по грейдированию, смотрите, у нас, значит, общая задача какая? Мы в городе есть и асфальтовые дороги, и грунтовые дороги. Грунтовые дороги у нас порядка 200 тысяч квадратных метров, это план работы. Мы должны магистральные грунтовые работы раз в месяц проходить грейдирование. Значит, эта задача у нас выполняется нашими подрядчиками. В результате проведенных торгов у нас образовалась экономия порядка 7 миллионов рублей. Ее мы заново отторгуем. Мы сейчас еще запустим дополнительно на грейдирование. Ямочным ремонтом в этом году пройдено уже более 14 тысяч квадратных метров. Значит, дальше не останавливаемся, продолжаем делать ямочный ремонт. Понятно, что, значит, у нас есть очень сложные участки, где уже состояние грунта, обводненность грунта, пучины приводит к тому, что надо менять, уже целиком ремонтировать дорогу. И это все в основном приводится из-за того, что у нас нарушается правило перевозки большегрузными транспортом. Что я имею в виду? Ну вот у нас дорога, значит, рассчитана на то, что будет ездить только легковой транспорт. Висит знак, запрещающий проезд крупногабаритной техники, перегруженной техники грузовой. Однако у нас вот и тоннары, и 40-тонники как ехали, так и едут. Вот мы сегодня поступил сигнал, что камера установлена, и сейчас в ближайшее время начнет работать на заезде в 3 Лимона Старопокровский тракт. То есть мы видим, что Старопокровский тракт, к сожалению, вот такими водителями приходит в негодное состояние, потому что дорога не рассчитана под груженную технику. Также происходит по всему городу, и поэтому мы всерьез и сейчас раздумываем над тем, чтобы провести с профессиональным сообществом строителей, дорожников, людьми, работающими в перевозках, с гражданами общественное обсуждение. Тема одна. Значит, мы по весне на будущего года, когда на республиканских дорогах вводится весовое ограничение, до осени предлагаем рассмотреть возможность ограничения весового контроля на весь летне-весенний период, чтобы обезопасить городские дороги и снять внутри города, значит, напряжение с улично-дорожной сети. Для этого нам необходимо будет обеспечить перетарку всех инертных материалов для строительных проектов на накопителях на территории города Якутска. Вот сейчас будем проводить работу по изысканию земельных участков под накопители, и потом поговорим со всеми застройщиками, дорожниками о том, возможно это сделать. Потому что сколько дорогу не делай, если по ней будет ездить перегруженная техника, к сожалению, сегодня это происходит, не все боятся этих штрафов, не всех ГИБДД, к сожалению, может оштрафовать, поэтому так продолжаться не может. Поэтому мы этот вопрос мы будем обсуждать. Я думаю, в течение осени и зимы текущего года мы примем решение. Требует обсуждения со всей общественностью, жителями города Якутска. Так. Так, земли многодетных, да, планируется распределить ориентировочно 2000 земельных подготовок. Да, смотрите, по многодетным участкам, участки для многодетных у нас готовятся и проводятся работы по проекту планировки территории, по проекту межевания, значит, и переводу в земли населенных пунктов, изменения в генеральном плане 3 земельных участков, 2 земельных участков на Вилюйском тракте и Намцирском тракте. Ведется работа с Росимуществом по переводу в границы города земельных участков на Магане, на Маганском тракте. Это порядка 3300 земельных участков. Мы далее заложили средства в бюджете, как только генеральный план будет включены в границы города, проведение работ по вырубке леса под просеки, под дороги, под инженерные сети. Значит, и как только это будет сделано, мы будем проводить работы с правительством республики по обеспечению инфраструктуры. К слову, в этом году мы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируем капитальный ремонт, создаем дороги, 9 километров дорог в квартале Северный. Итого у нас в следующем году, с учетом следующего года, мы планируем там также сделать еще по 8 километров. У нас будет сделано около 70% всей улично-дорожной сети, значит, в микрорайоне Северный. В прошлом году подключили газ, и сегодня в Северном идет активнейшая застройка. По этим участкам Намцирский, Вилюйский тракт, Маган
такой же подход. Мы с правительством формируем задачу, и у нас поставлена цель передавать эти земельные участки уже с инфраструктурой. Значит, также в этом году начата программа совместно с Минтрудом по денежной компенсации 200 тысяч рублей, значит, тем, кому не нужен земельный участок. У нас, как показывает практика, эта мера тоже и довольно востребована. Активно видим подачи заявлений на получение компенсаций. Так. Программа по переселению квартиры по программе, вы обращаетесь в департамент жилищных отношений. Большие грузы продавливают. Да, согласен, вот камеры в этом году в южном направлении сейчас установлены, начнут фиксировать штрафы. Мы будем проводить эту работу планово. Сейчас с ГИБДД сегодня обсуждали этот вопрос также. Необходимо, допустим, в этом улица Речников будет заасфальтирована, опять же, начнут ездить большие грузы, будем стремиться к ограничению всего этого дела. Так, вопрос по уличному освещению. Уличное освещение у нас реализуется на территории города Якутска по программе «Светлая столица». На сегодняшний момент мы имеем порядка 15 тысяч опор освещения. Значит, в этом году мы строим по программе «Светлая столица» дополнительное освещение. Значит, уже ведутся активно работы. Сейчас точно скажу. Большой объем тоже в этом году по уличному освещению. Мы в целом, значит, за 2 года увеличили количество опор освещения с 64% до 68% освещенности. В этом году силами Горсвета 152 опоры, 164 светильника, значит, это порядка 5 километров СИПа. И подрядчиками строим еще 259 опор и 268 светильников, это порядка 8,5 километров СИПа. Общий объем средств, вложенный в уличное освещение в этом году в рамках нового строительства, это будет порядка 70 миллионов рублей. Так, несанкционированные свалки, почему по городу их много? Смотрите, вот несанкционированные свалки, понятно, что у нас особенно не появляются в местах, где находится индивидуальный жилой сектор. Плохо, когда в несанкционированных свалках появляется строительный мусор, мусор с торговых объектов. Это, к сожалению, в нашем городе тоже факт. С киосков овощи, фрукты появляются. Поэтому нами принято решение, что в рамках проведения работ по обустройству программы «Безопасный город» мы будем устанавливать камеры фото-видеофиксации данных нарушений, чтобы можно было привлекать нарушителей к административной ответственности. Хотелось бы в целом сказать, вот у нас на текущий момент по программе АПК «Безопасный город» в городе действует порядка чуть более 300 камер. Мы за прошлый год установили их 200 штук, в этом году установим еще 200. Итак, мы доведем количество камер, действующих на территории города Якутска, до 1000. Подписано уже соглашение с Ростелекомом. Мы реализуем этот проект по сервисной программе. Современное оборудование базируется на серверах, значит, Ростелекома. По данной модели работают крупные города, Москва, например, с кого мы брали пример. И в этом году из 200 камер, которые будем устанавливать, порядка 30 мы планируем установить вот на тех местах, где у нас постоянно возникают несанкционированные свалки, чтобы уже проводить работу по привлечению к административной ответственности нарушителей, которые постоянно скидывают туда строительный мусор, либо какие-нибудь другие виды отходов, которые необходимо было увозить на полигон. Так. Вопрос самострой Красильникова. Да, этот вопрос у нас находится в работе. Значит, мы понимаем, что ваши права были в свое время застройщиком нарушены. Значит, вами куплено было имущество, которое не имело разрешения на строительство, не имело правоустанавливающих документов на землю, но вы уже состоялся этот факт. Мы этим вопросом занимаемся. Сегодня находимся в судебном разбирательстве. Я считаю, что точку в этом деле должен поставить суд. Так.
Добрый вечер. Когда строится дополнительное здание школы номер 29? Да, школа номер 29 будет построена в следующем году. В этом году будет проведен полный капитальный ремонт основного здания. Поэтому в следующем году будем открывать новое здание. Так, ну в целом вопросы, по-моему, да. Хорошо, на этом ввиду на основные вопросы я ответил. Значит, по ходу исполнения работ, значит, мы еще будем выходить в эфир. Да, здесь вопросы. Отдельно хотелось бы еще затронуть вопрос поддержки участников специальной военной операции и их семей на территории города Якутска. Мы буквально в пятницу очередная гуманитарная помощь за счет Фонда Победы, городского Фонда Победы доставлена до Новоазовска. Далее передана нашим бойцам из города Якутска. Адресно мы работаем, то есть заявки отправляют, мы передаем. В целом мы более 50 миллионов рублей собрали в фонд. Из них более 30 миллионов рублей – это отчисления с работников муниципальных учреждений, окружной администрации, части заработной платы, премий. Помогли очень застройщики, предприниматели на территории города Якутска. Там, остальная сумма это собрана с населения, с предпринимателей. И мы вот эту работу продолжаем, будем продолжать постоянно. У нас создан отдельно городской центр по работе с семьями СВО. Ведется активная работа по формированию земельных участков под выдачи соты. Мы готовим всем участникам, мобилизованным на специальную военную операцию вооруженные силы Российской Федерации, значит, предоставить здесь по 6 соток земельный участок на территории города Якутска. Мы всеми гордимся, нашими защитниками. Здесь ведем постоянно работу. Также здесь эфир будет сохранен. Все вопросы, которые будут здесь отражаться, прошу работников структурных подразделений отфиксировать и провести в диалоге ответы на интересующие вопросы. Всем большое спасибо, кто присутствовал на прямом эфире. Будем продолжать это на постоянной основе. Всем благополучия, добра, здоровья. До свидания.